Привет, друзья! Сегодня к нам на передачу приходит очень талантливый человек. Что думаешь о нем? Я думаю, он очень музыкальный. Харизматичный? Харизматичный, мы его даже не знаем вообще-то. А вот на сегодняшней передаче это и узнаем. Первый вопрос. К вам как обращаться? По имени-отчеству или только по имени? По имени, потому что вам будет очень трудно выговорить. Ленар Талгатович. Как называется палочка дирижера? Палочка дирижера. Так и называется? Нет специальных названий? Наверное, нет, я не знаю, я не интересовался. Палочка, палочка. Я дирижирую без палочки. Что означает жест дирижера? Тупик. Что я делаю с помощью рук? Попробуйте изобразить гнев. Ну вот да. То есть вот либо сжав руки, да, как-то. Вот представьте себе, когда вас что-то раздражает. Посмотрите на меня зло. Вот как вы будете смотреть на меня зло, да? У вас вот сжатые губы, да, взгляд из-под лобья, да? Вот, брови вот так вот, да? Сжатые кулаки, допустим. Это же и есть эмоция. Чтобы мне передать музыканту то, что я хочу услышать, я должен это им показать. Моя задача не просто стоять тактировать и показывать, как метроном, допустим, ритм. Моя задача — контролировать процесс, чтобы они понимали, что идет раз, два, три, четыре, да? Но при этом в этой сетке я должен показать эмоции и музыкант должен это понять. Во-первых, спасибо за такое прекрасное исполнение. Спасибо, что устроили данное мероприятие. Это очень сильно обогащает культуру нашего народа. Мой вопрос таков. Вы играете только классические песни и народные? Или вы любите играть и, например, тяжелый рок? Вообще, оркестр развивается в 3 направлениях. То есть мы играем обязательно классический репертуар, музыку композиторов, которые для нас пишут. Обязательно играем башкирские мелодии, традиции, которые мы должны помнить всегда. И 3 направление – это современное, в котором мы играли и с группой «Бурляр», допустим. На мой взгляд, нельзя забывать о том, что было, то, что есть, и двигаться вперед.
глаза мешами видеть эту музыку, но, по-моему, это нелогично. Слушая музыку, я испытывала спокойствие. Мне было очень приятно слушать эту музыку. Это уникальный оркестр. Такого оркестра нет нигде. Он один, единственный и неповторимый. И давайте мы еще раз поаплодируем такому уникальному оркестру. Смотрите, вот сидят музыканты. Кто-нибудь покажите инструмент ваш, будьте добры. Какой это инструмент? Какой? Молодцы. Конечно, курай. Наш башкирский национальный музыкальный инструмент. И я вот подумала, как мудро поступили создатели этого оркестра, которому, кстати, 1 марта исполняется 19 лет. Он уж не такой юный у нас, правда? Так вот, как мудро поступили, что кураистов в центре посадили. Ну, наверное, кто-то подумает, ну, конечно, красивые такие юноши сидят, да? Но не только в этом дело. А вот флаг наш, вспомните, Республики Башкортостан. Там находится цветок курая. Ну и как же можно было кураистов куда-то посадить далеко, правда? Они должны быть в самом центре. Ваша мелодия окунает меня просто в мой маленький мир детства. Каждый инструмент просто создает настроение, свою атмосферу. И у меня есть один вопрос. А какие звуки извлекает каждый из инструментов? У нас в оркестре 2 варианта думбыр. Думбыра сопрано и альтовая думбыра. Они отличаются, они очень разные. Похожи по звучанию, но вы услышите разницу, когда мы будем играть. А думбыра сопрано – это очень интересный инструмент, была сконструирована в московской мастерской специально для нашего оркестра. Вы можете видеть оригинальную форму с головой лошади.
сидели. Что-то это типа балалайки и гитары. Для меня это в новинку, я никогда такого не делала, это в первый раз, и для меня это было достаточно сложно. Я обычно слушаю что-то новое, а тут играла что-то и старое, и новое одновременно. Это все вперемешку, и это было интересно.
музыку, потому что я испытывала вдохновение. Я рисовала прямо на лету. Я всегда думал, что барабанщики, у них не одна рука. Музыканты называют свои инструменты ласковыми словами. Сознавайтесь. Но вы, если даже вслух не называете, вы как-то их там гладите, да? Дружите с ними, с инструментами. А то они вас подвести ведь могут, да? Наверное, это очень секретные имена. Соединяются все музыканты воедино, когда все друг друга понимают, мы можем изобразить смех, допустим, да, вот, если взять несколько звуков и по хроматизму в них вниз идти. То есть всякие такие шуточки, они бывают. Может быть, слышали или видели в интернете, как во время концерта у человека зазвонил телефон, и оркестрант взял и повторил это. Это вот момент импровизации, который как бы в шутку такую перешел, и всем было интересно. Изначально я услышала произведение «Урал», и я сразу подумала о матери природе. И я изобразила ее в форме девушки. А также дальнейшие произведения я тоже старалась изображать на рисунке. Там было произведение, связанное с яблоками. И если присмотреться на моем рисунке, то там есть частички яблок. Мне очень нравится, что все это происходит вживую, настоящие инструменты, люди, которые играют, и звук, который заполняет этот зал. Мне это нравится.
Чтобы играть в оркестре музыканту, нужно учиться всю жизнь? Музыкант, на мой взгляд, становится мастером уже после окончания вуза. А вот когда уже уходишь в свободное плавание, те знания, которые были получены в школе, в училище, в институте искусств, в аспирантуре, они дают возможность свободно творить. Я учился в школе на пианиста вначале, потом учился на баяниста, затем учился на дирижера. На мой взгляд, в творчестве нет пределов развития, так и как везде. Отдавалась музыке, а надо было рисовать. Не было... То есть нужно было концентрироваться на том, что ты рисуешь, а не уходишь в пляс своей душой. Хотела бы рассказать предысторию. Я когда-то тоже выступала на сцене с танцами, и перед выступлениями у нас был ритуал, мы собирались в круг и очень громко топтали. У меня вопрос, у вас есть тоже какие-то приметы или ритуалы перед выступлением? Есть определенный ритуал для того, чтобы собрать воедино нашу энергию, объединиться. Мы беремся за руки, тоже в кружочек. А вы что делаете, говорили? Топчем. Топчет. Ну, а мы кричим громко «Нони». Мы тоже так делали. Спасибо. Тоже кричали «Нони»? Шара только нарисована, как будто бы мир между оркестром. Там струнные, барабаны ударные. Я дудочки не видела, но там вроде как какие-то, ну, типа флейты. Я уже не первый раз участвую в таком проекте. В том году мы рисовали рисунки под джаз. Там была музыка более энергичная, более такая задорная. В этот раз была более такая спокойная, как мне показалось. Песни, они не были размеренными, и все это буйство музыки можно было ассоциировать с жизнью.
сейчас очень хорошо выступали. У меня задался вопрос такой. Наверное, не все были выступления такие хорошие, и есть у вас выступления, которые вы не очень любите вспоминать? Ну, конечно же, в каждой работе есть неудачные опыты. И были такие же концерты. Но то есть зритель этого не слышит и не видит. Даже сейчас вот есть моменты в процессе, допустим, наш звукорежиссер, пользуясь случаем, Михаил Кузьмичев, давайте поаплодируем, потому что 80% звучания коллектива зависит от него. Мы и стараемся для того, чтобы зритель получал удовольствие. Ну и, на мой взгляд, музыка, она в любом случае дарит эмоцию. Если человек пришел и не будет слушать и наслаждаться, а будет думать, что ему сегодня надо приготовить пирожки или почистить гараж от снега, то, наверное, вот это и есть как раз оплошность концерта. Спасибо. Мы начали рисовать, когда играл только Курай. Поэтому решили нарисовать Курай. Хотя сначала мы хотели нарисовать цветок Курая. Я обычно слушаю другую музыку, но тут прям я почувствовала восторг, радость, и мне очень сильно понравилось. Когда я слушаю музыку, я представляю какие-то пейзажи башкирские, деревенские. С небом, с родным краем и с дождем. Блески, рассыпающие везде, звук хрусталя, что-то волшебное. Очень счастлива слышать в каждом его звуке звуки природы, щебетания птиц и журчания речки. Видела одно видео в интернете. Там на улице стоял оркестр и место для дирижера. Любой человек мог подойти и все что угодно дирижировать. Вот я имею такое. В планах есть сделать вечер музыки, в которой как раз и будет объясняться то, зачем нужен дирижер и зачем нужен оркестр. А можно это не говорить? Почему? Нет, потому что я это еще не сделал. Если я это сейчас скажу, я потом не реализую. Извините, пожалуйста, не буду отвечать. Да, отвечай. Потом, когда увидите, лучше приходите на это. И сами выйдете и подирижируйте. Ну ладно. Аплодисментами поддерживаем. Я бы хотела еще повторить такое мероприятие, поучаствовать в нем. Очень приятно рисовать и при этом слушать музыку, а не просто в тишине сидеть.
Я нарисовала птицу, которая летит, и мой рисунок такой легкий, так же, как и музыка, которую я сегодня слушаю. И еще я добавила туда орнаменты, которые были у оркестра на одежде и также на их инструментах. Представляла грозу, представляла шум дождя, поля, залитые солнцем, как по ним бегут кони, как облака, потому что музыка так же величественна, как и природа. Спасибо большое. Открою небольшой секрет. Был вопрос про то, как мы называем свои инструменты. У нас другая особенность. У нас есть другие названия тех произведений, которые мы исполняем. Вот сейчас будет казачий, но у нее есть другое название, которое знает только оркестр. Здесь как раз тот момент, когда я показываю, что я чуть-чуть что-то делаю на сцене. И я буду играть немного. Я считаю, что они очень хороши в своем деле. Долго, наверное, учились, знают свое дело, также выступали. Каков он город вашей мечты и как бы вы его сыграли? Ой, я даже не знаю, как ответить. Каков город моей мечты? Город, в котором счастье, в котором все наслаждаются жизнью и заходят друг к другу попить чай. То есть улыбаются, здороваются друг с другом. Город мечты продирижировать? Вот так вот. Не знаю. Потому что счастье, оно вот так вот. Секретное название этой песни. Обычно мы завершаем свою концертную программу, поэтому она называется «Закрывашка». Наша задача, чтобы вы пришли и получали музыку и забывали о будничных проблемах, о суете. Если вы немного отключились и получили другое настроение, увидели другие краски, значит, нам удалось.
Еще вопрос вроде бы есть. Это не вопрос, это слова благодарности вам, всему оркестру, вам, художникам, гостям, операторам, всем, кто помогли устроить данное мероприятие. Это мероприятие было чем-то особенным. Оно было наполнено не только музыкой и творчеством, художеством, но и настоящим духом народа, радостью. Спасибо вам всем большое. Еще я очень хорошее мнение о Ленаре Талгатовиче, потому что в прошлый раз, когда мы были на программе «Портрет», он дал слово, что устроит такое мероприятие, и он его устроил. Наверное, на этом нужно закончить и сказать еще раз вам спасибо, что вы сегодня пришли. Для вас играл Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Спасибо огромное, приходите на наши концерты.